Путин расставил все точки над «и». По Карабахской войне к моменту ввода российских миротворцев ситуация была критической. Счет шел уже на часы. По словам президента, итоговые договоренности по Карабаху оформили за один день. Баку и Ереван боролись за каждый пункт, фразу и запятую в соглашении. Еще в конце октября, и это действительно важно, Путин уговорил Алиева остановить боевые действия. Из Баку поставили условия о возвращении беженцев в карабахские Шуши, однако Ереван отверг этот вариант. Пашинян продолжил войну, хотя уже знал о плачевном положении своей армии, но заявил, что готов до конца бороться. Думали, что Россия, мы родные республики, государства, и она никогда не бросит нас. А оказалось, бросила ради своих интересов. Ради своих интересов. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Владимир Владимирович Путин. Подожди. Владимир Владимирович Путин. Ты никогда не стал президентом России. Я был инициативом с одного армянином, который тебя сделали России президент. Я лично просил дочь Ельцина. Ты армянский народ оставил на такое состояние. Большое спасибо от тебя. Это все на тебя пусть пойдет. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Пока лицемер Жириновский продолжает нас забавлять, урегулирование конфликта в Карабахе после разгрома Армении продолжается. Если канал «Россия» заявляет, что Путин буквально спас Армению от неминуемой гибели и предотвратил дальнейшее продвижение Азербайджана турецких сил в Карабахе, то армяне обвиняют Россию и Путина в предательстве, пособничестве и бездействии. Но для ясности давайте послушаем, что властелин Мордора сам ответит по этому поводу. Очень много возникает вопросов по поводу этого центра с Турцией по контролю за прекращением огня. Президент Эрдоган и глава МИД Турции заявляли о том, что турки будут принимать участие в миротворческой миссии на совместной основе с Россией. Действительно ли это так и чем будет этот центр заниматься? А самое интересное, где он все-таки будет в итоге дислоцироваться? Ну, что касается Турции, роли Турции, об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан. Азербайджан – это независимое суверенное государство. И Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему может в этом отказать? Это первое. И второе. Я уже сказал, что никто, даже Армения, не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он считал, Азербайджан, но и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией. Ну и в этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь. Кстати говоря, Турция изначально была членом Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Так что она находилась внутри и международного института, международного механизма урегулирования. Она не была в качестве сопредседателя, были три сопредседателя у нас: Франция, Россия и США. Турция в число сопредседателей не входила, но тем не менее она входила в эту группу. Всего там 11 государств. Ну, можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но уж трудно обвинить Турцию в нарушении международного права. Мы договорились о том, что Турция по просьбе Азербайджана будет принимать участие в контроле за соблюдением прекращения огня. Мы сделаем это с Турцией совместно, имея в виду, что у нас есть очень хороший опыт взаимодействия на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, где мы и в Идлибской зоне, и на границе между Сирией и Турцией вместе организуем совместное патрулирование, конвой. Здесь
такого рода взаимодействия не требуется, но мы договорились о том, что мы создадим совместный центр, который будет использовать беспилотные летательные аппараты. Вместе будем контролировать ситуацию вдоль линии разграничения с помощью этих летательных аппаратов. Вместе будем получать информацию, вместе ее анализировать, ну и, соответственно, делать выводы из того, что происходит в действительности, в жизни, в режиме онлайн, в режиме текущего времени. Где он будет размещаться, это другой вопрос. Это очевидно, что он будет на суверенной территории Азербайджана находиться, и Азербайджан вправе принять решение самостоятельно, где он посчитает целесообразным его разместить. Что ж, теперь уже всем очевидно, что Вова клал на армянские интересы и во всеуслышание, как и весь остальной мир, признал Карабах азербайджанской территорией. С этим закончили, и теперь срочное сообщение из Ахтобе, где в поселке Бестамах Алгинского района, по сообщениям наших подписчиков, один из местных армянских владельцев свинофермы спускает отходы и нечистоты комбината в окружающую среду, да еще и устроили скотомогильник. Все это спровоцировало недовольство местных жителей, которые вот уже сколько времени выступали с требованием закрыть эту свиноферму. Но все, как мы видим, без толку. Местные власти никак не реагируют. Олар қазір столдар винтовкалармен дайындалып тұр. Армяндар суқалар. Сонда біз де атқысы кетіп тұр ма? Комиссия келіңмен сізге, комиссия не керек бізге? Аяқтың комиссиясы. Шошқамала, Сасыват, Ақтөбе, Бештамақ. Мынаның бәрі молам, шошқаның моласы. Көпбешіктің бәрі шошқаның моласы. Міне. Халыққа өшіктірмеңдер. Келесі жылда өмірсіз қалмайды. Хабар бар ма? Келсін. Шақырыңыз, келсін осы араға. Облыс әкімін шақырыңдар. Келмесе кіреміз ішіне. Осы армяндар қайда тұрмаса да үнемі осындай бүлік шығарады екен. Олардың жасап жатқан арсыздығы жергілікті биліктің ессіздігіне де байланысты. Олар ұйықтап оянғанша барлығы быт-шыт болып кеткен ғой. Енді комиссия құрайық деп жатыр. Әзірше жаңалық осындай. Ну а в завершении хочу посоветовать дружественный нам канал «Грань истины». Его ведущий Адильхан, начинающий блогер и настоящий патриот своей родины. В своих роликах он затрагивает актуальные и важные темы, касающиеся нашей страны и не только. Давайте его поддержим и оформим подписку на канал. Ссылка будет в описании. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайки, делайте репосты и, конечно, делитесь своим мнением в комментариях. А тем, кто радеет за развитие нашего канала, на экране я оставлю реквизиты для финансовой поддержки. Ведь именно ваш вклад помогает нам делать нашу работу. Аман сау, келесі көріскенше.